Добрый день, в эфире Аджи-Бибер и я, Эльзара Баталова. Мы находимся на границе Чангар. Я не могла не приехать и не узнать, чем питаются наши украинские патриоты и что, собственно, здесь происходит. Война войной, а обед по расписанию, друзья. Сегодня приготовить мне поможет блюдо заместитель начальника главы управления Министерства внутренних дел Украины, глава Херсонской области Ілля Кива. Добрий день, Ілля. Доброго дня, шановний. Доброго дня. Як настрій? Ну, чудовий. Доводилось бывать, я так думаю, не раз на полевой кухне. Да, и готовить люблю с детства. Что будем готовить? Я вам предложила крымско-татарское блюдо джизбис, вы с удовольствием согласились. Конечно, согласился уже, потому что стою рядом с вашим столом. Илья, нам для того, чтобы приготовить, необходимо лук, внутренности барашка нашего, сердце, легкие, почки и немного жира. Я вам доверяю нарезать мясо. Мелко нарезать или крупно нарезать? Я думаю, квадратиками крупно, по-мужски. Мы предварительно зажгли наш огонь, костер такой. Ну да, чтобы у нас горело пламя. Чтобы у нас горело пламя. Илья, в двух словах для наших телезрителей канала АТР расскажите, чем вы в последнее время занимаетесь? Над чем работаете? Над чем работаю? Ну, если честно, работаю в последнее время над противником. И эта работа у меня занимает все мое время. Вот. Почему? Потому что пока противник жив, то мне не спится. Мы сегодня на Чангаре. Скажите, а почему вы решили помочь крымским татарам? Потому что я обязан помогать украинцам. И в данном случае для меня нет разницы. Это крымские татары, это евреи, или это какая-то национальность. Те, кто любят эту землю, за которую мы готовы отдавать свои жизни, они являются нашими братьями, они являются украинцами. Поэтому в данном случае это мой долг и обязанность как мужчина. Вы так профессионально держите нож, что я вам верю. Спасибо большое. Расскажите, как сейчас нужно вести себя на границах оккупированного Крыма? Ну, на границах оккупированного Крыма лучше себя вести дисциплинированно. Это вне зависимости от того, какая ситуация и какой день или ночь. Вот. Ну а если серьезно, то на сегодняшний день, в общем-то, действительно, татарский народ взял на себя ответственность, нашел силы и сделал то, что должны были мы еще все вместе сделать год назад. Поэтому моя позиция как гражданина, в первую очередь, Украины, я просто полностью поддерживаю. И такая ситуация должна быть по всей линии фронта оккупированной территории. Не только здесь, в Крыму, но точно так же и на Донбассе. Потому что подобные акции мы показываем сплоченность, мы показываем волю, мы показываем отношение к противнику, к русскому миру, навязанному нашему братскому народу. И самое главное, мы ослабляем тылы своего противника, что даст возможность нам быстрее и легче его победить. А у вас есть друзья русские? Если да, как вы с ними сейчас общаетесь? Когда сапог российского оккупанта вступил на мою землю, у меня больше не стало русских друзей. Все так категорично? Конечно. Подождите, но когда это случилось? Когда случился вот этот перелом? Это же два очень близких эмоционально народа друг к другу. Как вы считаете? Вы знаете как, я вам могу рассказать о этих народах и насколько они были близки. Мы никогда не были близки с русскими, и та история, которая была нам навязана Московией, она совершенно отличается от той истории, которую мы должны учить
и должны знать, и которой мы должны учить своих детей. Мы никогда не были одной крови с московским племенем. Историю они украли у Украины, переписали на тот лад, на который им было бы удобно манипулировать нами. Поэтому говорить о том, что мы похожи, там, где русский, там смерть. Очень категорично. Я категоричен. Аж костер потух. Категоричен я во всем, потому что сейчас я услышал, да, мы сейчас поправим этот вопрос. Категоричен я во всем, потому что Вы нарезаете сердце, да, сейчас? 20 лет русские только и делают, что убивают. Они начали убивать в Чечне, они продолжили убивать грузин, было Приднестровье, они пришли теперь и к нам, к украинцам. И этот кровавый след, который тянется за этой псевдонацией, он будет еще долго тянуться. И если сегодня мы не остановим их, то завтра непонятно, до каких границ докотится эта русская чума. Русский не может не убивать. Русский по своему отношению варвар. Илья, вы так говорите, я вам верю. Прекрасно. Но на кухне вы бываете, профессионально так орудуете. Я на кухне с детства бываю, если честно. А какое любимое украинское блюдо? Слушайте, ну сейчас можно тут придумывать там борщ, там это. Я люблю, если по-честному, люблю поросят делать вместе с гречневой кашей. Вот это, ну, вот по-настоящему. Так, наш костер горит, казан согревается, мяско режется, лук почти тоже. Илья, вы воевали в АТО. С какого времени, периода, с кем? С кем воевал? А вот тут ребята, все те с правого сектора, которые начинали со мной воевать. В марте месяце прошлого года было принято решение на проводе правого сектора о том, что мы должны, я ребят смотрю, честно говоря, хочу увидеть, о том, что мы должны менять базу дислокации в Днепропетровск и, несмотря на позицию государства, начинать защищать Бурныты свою землю. Значит так, еще одно сердце. Поэтому в марте месяце, с марта месяца прошлого года мы уже начали участвовать в боевых операциях. Это были, наверное, больше похоже на вылазки. Вот, потому что на тот момент нас было-то не больше 150 человек, которые находились в зоне антитеррористической операции. А где именно? Вот в горячих самых точках? Ну, в данном случае мы прошли Новоселовка, Курахово, Красноармейск, все то, где мы были. Потом переместился под Мариуполь, Волноваха, Володарск. Потом переместился в Артемовск. Это у нас Углегорск, Дебальцево. Широка география. А скажите, что необходимо, как вы считаете, какие меры предпринимаете для того, чтобы это не повторилась такая ситуация в Херсоне? Ну, я вам хочу сказать, что это такая многогранная работа, она должна проводиться не только военными, административной властью, и самое главное, это должна быть позиция государства. Вопрос не декоммунизации, а вопрос украинизации. И я говорил об этом на Донбассе, о том, что даже если мы будем сразу рассказывать, мы будем объяснять еще раз, но если нас не захотят услышать, мы будем навязывать. У нас нету другого шанса, у нас нету другой земли, у нас не будет другого случая. Все должны четко для себя понимать, есть противник, и ты должен его убить. И есть победа, которую ты должен достигнуть. Это условия войны. А мы сейчас на войне. И если кто-то хочет спрятать этот момент, его не получится убрать. Потому что слишком много мы в эту землю положили уже человеческих жизней. Значит, в Херсоне люди так до конца и не понимают, что война забирает самых близких,
и самых дорогих. Война забирает иногда детей. Они не видели войну. Они не видели войну здесь, потому что противник просто пришел и занял позиции. Здесь не рвались бомбы, здесь не погибали женщины, здесь не погибали дети. И это непонятно. Поэтому в данном случае мы, знаете как, должны вести себя достаточно жестко и принципиально. И мы должны рассказывать им о том, что только по воле Бога на их землю не пришла война. И о войне должен говорить каждый украинец. Должен с этой мыслью засыпать и просыпаться. И только в том случае будет победа, когда мы все встанем на линию фронта. А так думает вся милиция украинская, как вы? Знаете как? Я вам честно скажу, что половина милиции вообще не думает. Не говоря уже так или не так. А вас лично поддерживают вот местные здесь власти? Или все-таки чувствуется какое-то, может быть, недопонимание? Знаете как? А хотите, я вам по-другому скажу? А я по-другому себя не веду и не оставляю шанса к себе относиться по-другому. Потому что меня можно только поддерживать. Верю. Вы так это говорите, что я уже просто верю. На кухне Аджи Бибер такой патриот сегодня серьезный. Еще и с ножом. Я совсем просто согласна. Просто и безоговорочно. Какова вообще обстановка сейчас? Как случилась блокада? Как вы готовились? И необходима ли она была, на ваш взгляд, экономическая блокада Крыма? На мой взгляд, экономическая блокада Крыма – это достаточно взвешенное, вынужденное решение украинского народа, это волеизъявление народа, понимаете? И это достаточно по-цивилизованному, потому что не все то, что может сделать государство и власть. Почему? Потому что они скованы определенными обязанностями, законами. То может сделать народ. И здесь задача государства не мешать, а поддержать. Понимаете как? А все мы сделаем сами. Мы сумеем победить, мы сумеем вернуть себе землю. Говорили о том, что здесь будут пьяные, здесь будет оружие, здесь будет нарушение закона, здесь начнут отжимать автомобили, здесь начнутся какие-то поборы. Здесь собрались мотивированные, крепкие, сильные люди, сильные духом и закаленные войной. Здесь совсем другие ценности. Здесь никто не разменивается на деньги. Потому что в нашем случае у нас нету другого пути и нету другой возможности. Слишком много наших друзей, братьев, товарищей лежит в земле, чтобы нам быть другими. А нельзя сесть за мирный стол переговоров? Нет, да? Нет. Знаете как? Вы хотите вылечиться или не чувствовать боли? Это разные вещи. Вы хотите жить или проживать? Вы понимаете? Мы свободные люди. И мы не должны соглашаться с тем, что нам навязывают. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. А мамочка не переживает? Вот вы ездите, воюете. Как мама относится к вашей работе? Как мать может относиться к тому, что сына могут убить? Да. Каждая мать, она, конечно, страдает. Но каждая мать, рожавшая сына или родившая сына, она должна знать, что может прийти время, когда сына могут убить. Потому что, рождая сына, она рождает защитника. А вы бывали в Крыму? Ну, конечно, было. Есть любимые места? Ну, конечно, есть. Какие? Ну,
как это, Партенит, ну ничего себе, Партенит, ну конечно, Аюдах, куда можно всегда, где чистое море, где нет людей. Вот. Поэтому, ну конечно, Крым изъездил вдоль и поперек. Знаю Крым, люблю Крым, считаю Крым своей территорией. Настолько же своей, насколько считаю и Донбасс. Поэтому в данном случае для меня это принцип. Потому что, уступив здесь, завтра он придет ко мне домой. Он ляжет с моей женщиной в кровать и скажет, что так нужно. Он оденет мою обувь и пойдет туда, куда он захочет. Если ты мужчина, ты не должен быть компромиссным. Не, мне кажется, чуть-чуть дипломатия должна существовать. Русский народ же не весь плохой. Так, а я не говорю о том, что я дипломат. Это дипломаты должны быть дипломатичны. А вы вот этот бы вопрос задали бы матери, у которой сын лежит в земле. Захотела бы, или отец, чей сын лежит в земле. А захотел бы он быть дипломатичнее? Думаю, нет. Вы ответили на мой вопрос. Вот эта больная тема, украинский Крым, то, что случилось, кто виноват? На ком лежит ответственность, как вы считаете? А не надо разделять ответственность. Ответственность лежит на всех нас. На вас, на мне, на вот парня, который снимает эту передачу. На каждом украинце лежит доля ответственности потери его земли. Ни больше, ни меньше. Здесь не может правительство быть лучше, правительство быть хуже. Правительство ровно такое, какое мы его себе заслужили. Какое мы себе его выбирали. Мы залили масла немного растительного в наш казан, и оно сейчас согреется, добавим жира. Малость. Да. Вас, конечно, очень уважают. Рейтинг огромный у вас сейчас дальнобойщики. Да, в кавычках. Вы смогли их так кратко поставить на место. Выставились на 15 метров, растянулись каждый. Я еще раз говорю, я понял, здесь никто не повышает, кроме меня, голос. Вот. Кто нарушает дисциплину, я пакую и увожу его и даю сутки. Это причем это очень быстро. С судом у нас это уже все оговорено. Здесь все будет ровно, ситуация будет контролируемая, потому что я за нее отвечаю. Милиция должна отрабатывать деньги налогоплательщиков. И коль мы столкнулись с подобной ситуацией, что машины заблокированы, чтобы не просиживать свои штаны просто так, мы будем сейчас полностью проверять все пакеты документов, которые у вас являются. По затаможке, по растаможке создан штаб. 2 оперативно-следственные группы начинают свою работу через 10 минут. Поэтому всех водителей попрошу пройти к своим автомобилям. Как у вас так получается? Вы оратор? Да, они были настроены достаточно агрессивно, потому что груз, деньги, договора. В чем секрет? Секрет в том, что, наверное, иногда я ставлю себя на их место. И тогда я задаю себе вопрос, что бы я хотел услышать, или что бы меня могло для того, чтобы я изменил свое мнение или свою ситуацию. Вот. Поэтому каждый, и отношусь же я к ним с не меньшей любовью, потому что Бог-то сказал, что любить надо. Давайте немного позитива. Были какие-то истории более-менее радостные? Не, ну вы хотите честно или хотите для передачи? То, честно говоря, за это время радости много не было. Вот говорю вам откровенно. Вот. Что хорошего? Что хорошего? Хорошего то, что люди проснулись. Хорошо то, что люди ожили. Хорошо то, что глаза другие у людей стали. Понимаете? Мы родились заново. Вот. Как бы там ни было, вот если даже говорить о всех нас, ведь война очищает. Ведь только через кровь может пройти очищение. Ведь каждый из нас совсем другой стал. Вот. Вы поймите, каждый из нас возродился. Потому что тогда мы еще спали. Мы не понимали, кто мы, что мы жили инстинктами. Давайте. Мы жили инстинктами.
Так, теперь наше мяско должно поджариться малость. Ох, я могу не переживать. Профессионалы, видно. Правильно, управляетесь. А как вот день проходит у вас? Как день проходит? Просыпаюсь в 6:20. Просыпаюсь в 6:20, иду в спортзал. В 7:45 выхожу из спортзала. В 8:00 у меня завтрак, овсяная каша. В 8:30 я приезжаю на работу. То есть у вас расписано поминутно, посекундно, что вы должны делать, да? А как вы отдыхаете хорошо? Я не отдыхаю. Мы сейчас не должны отдыхать. Ну, слабости есть наверняка какие-то? Сейчас Человеческие. Но есть какая-то слабость? женщина нравится. Так, Да. вы не женаты, Нет. влюбились. Нет. Прекрасно. Просто женщина нравится? Женщины нравятся. А женщины нравятся. Для мужчины, вы поймите, мужчина должен быть как пуля. У него не должно быть слабых мест. Если ты хочешь чего-то достичь, у тебя не должно быть слабых сторон. У каждого мужчины есть ахиллесова пята, которую он должен очень сильно прятать от противника. Поэтому, когда мужчина на войне, Ну, мы сейчас услышали, ваша ахиллесова пята – это женщины. не, ахиллесова пята, наверное, вы спросили, что мне нравится. Ахиллесова пята, наверное, это слабости. Ахиллесова пята – это, наверное, дети все-таки. Поэтому, как у каждого, наверное, мужчины. Вот. Но, а если мы говорим о слабости или отдыхаете, ты, когда в спортзале, ты отдыхаешь. Вот. Почему? Потому что потом тебе нужно... Давайте, наверное, сполоснем руки, а то как-то мы так выглядим здесь. А мы Очень живописно. А мы выглядим так, как мы должны выглядеть. Или так, как мы выглядим. Вот, по большому-то счету. Вот, ну хорошо, мы руки-то сполоснем. Да, как раз подходит, и мы быстренько сполоснем руки, друзья. Не переключайтесь, будьте с нами. Наш хазан закипел. Да. Мы добавили соли, перемешали, добавили лука. Можно накрыть крышечку, и 20-30 минут блюдо будет готово. Наша полевая кухня, наша полевая вкусная пища будет готова. А хотите хорошее? Да, наконец-то! Наконец-то! Когда мы победим, будет мир и будет покой. Вот это хорошее. Покой и мир. Да, покой и мир. А теперь мы возьмем, перемешаем это все. И накроем крышкой. И накроем крышкой, а потом все это съедим. На природе аппетит разыгрывается. Уже хочется попробовать поесть. Или вообще хочется есть. И вообще хочется есть. У нас сегодня настоящий банкет. Да. Наше блюдо готово. Наше блюдо готово. Выкладываем. А вот вам, слушайте, вы постоянно просите какую-то позитивную историю. А я говорю, а позитивная история, наше блюдо готово. Слушайте, да, наше блюдо готово. И сейчас мы будем есть. Вот, и надеюсь, что после этого еще будем жить долго. И попробуем. Илья, а вы когда-нибудь вот лжете? Бывают моменты, что может заставить А вас знаете, лгать? меня мама в детстве научила. Говори правду, не делай гадости и не ешь много. И все у тебя будет в жизни в порядке. И вы знаете, до 38 лет дожил и всем рекомендую. Поэтому, знаете как, легче не врать, чем врать. Потому что когда начинаешь врать, ты начинаешь путаться. А когда ты начинаешь путаться, ты начинаешь хромать. А начинаешь хромать, можешь упасть.
А упасть ты должен, знаете только когда? Когда тебя убьют. А все остальное ты должен стоять ровно. Ну тогда следующий вопрос. Все-таки есть ли какой-то путь к миру? Путь к миру, конечно, есть. Однозначно. Путь к миру, он всегда есть. Просто, что я вам хочу сказать? Вот вернем мы свою территорию, выйдем на государственную границу нашей Родины. Ведь мы же на самом деле не хотим войны. Мы хотим растить своих детей. Мы хотим точно так же увидеть своих внуков. Мы такие же живые люди. И когда мы вернем ту землю, а возвращаем мы землю для своих детей, вот тогда будет мир, вот тогда будет покой, вот тогда мы начнем радоваться тому, что мы смогли оставить своим детям. Приятного аппетита. Приятно. Аш татлы olsun, достар. Пожалуйста, вкусненько. Я так думаю, должно быть сочно. Ну-ка. То, что надо. Блестяще. Что может порадовать мужчину или солдата, да? А это вечером сесть и вкусно поесть. А вы говорите, как вы отдыхаете? Вот мы с вами и отдыхаем. Заметили? Да. Разговариваю с красивой девушкой, ем вкусную пищу. Это отдых и это радость. Илья, ваши пожелания всем телезрителям канала АТР. А мои пожелания очень просты. Я хочу, чтобы те, кто потерял свой дом, его обрели или вернули. Я хочу, чтобы никто никогда не слышал, как плачет его ребенок, когда рвутся мины. Я хочу, чтобы все мы в один прекрасный момент сказали, что больше войны нет. И все мы увидели детей своих детей. Спасибо. С нами был Илья. Спасибо вам большое. Мира нам, счастья и процветания. Друзья, спасибо, что вы с нами. Пока.